О, селям алейкум, Рушен. О, мераба Айше, сені чақтан көрмедім. Сені мында көрмеге беклемеген едім. Сен хасталандың мı? А о чем ты сейчас спросил? О твоем здоровье. Хасталанмах или хаста олмах – болеть, заболеть. От слова хаста – больной. Кстати, здоровье – сағлық. Йох, мен хасталанмадым. Сағлығым яхшы. Хартанам хасталанды. А как будет лекарство по-крымско-татарски? Лекарство – иляч. Хартанама иляч аладжағым. Менің де қартанам хасталанды. Она да иляч алмах керек. Ну давай тогда купим и отнесем лекарство нашим бабушкам, а потом встретимся в кафе, поболтаем. Я желаю крепкого здоровья вашим бабушкам картаналарыңызға, қави сағлық тілейм. Ну а пока Айша и Рушен покупают и относят бабушкам лекарства, давайте проверим домашнее задание. Первое задание. Бірінші вазифе. Найдите в словаре и запишите слова на крымско-татарском языке. Плавать, ялдамак, болельщик, мухлис, футбольный болельщик, футбол мухлиса, судья, қады, команда, команда, защитник, имаеджи, нападающий, уджумджи, удар, урув, бросок, атуф, атылма, вратарь, қапы бекчісі, қапыджи, спортплощадка, спорт мейданы, участник соревнования, ярыш штрафчысы. Второе задание. Экінші вазифе. Просклоняйте глаголы тутмак, атмак, еңмек в повелительном наклонении в единственном и множественном числе. Единственное число. Первое лицо. Мен тутаим, атаим, еңиим. Второе лицо. Сен тут, ат, ең. Третье лицо. О тутсын, атсын, еңсын. Множественное число. Первое лицо. Біз тутайық, атайық, еңейік. Второе лицо. Сыз тутыңыз, атыңыз, еңіңіз. Третье лицо. Олар тутсынлар, атсынлар, еңсінлер. Хартананның сағлығы насыл? Как себя чувствует твоя бабушка? Сағлы Айше, ей уже гораздо лучше. Я сенен хартанан насыл. Сағлығы яваш-яваш еріне келе. Она выздоравливает. Амма туневын пек юрегі ағырды. Ағырмақ – это тоже болеть, но это слово используют только если речь идет о конкретном органе или части тела. Например, аяғым ағыра, юрегім ағыра. Айше, юрек – это сердце? Кстати, мы с тобой уже говорили о частях тела, башим, холум, белиум и так далее, но я до сих пор не знаю внутренних органов человека. Вернемся к сердцу. У этого слова есть и синонимы – гюнюль, кальп. Но слово гюнюль чаще всего употребляют в переносном значении, в смысле душа. То есть, если я скажу генилюм агара, то будет иметься в виду, что у меня болит душа, а не какое-то сердечное заболевание? Да, но в одном из словарей я нашла такое значение слова «сердце» – джигер. Возможно, это архаизм, то есть устаревшее и сейчас неупотребляемое слово. Это объясняет, почему наши предки называли самые важные органы, например, печень, кара-джигер, то есть черное сердце, или легкие – ах-джигер, дословно белое сердце. Караджигер, акчигер, легкие печени. Наш язык просто поражает своей образностью. Это так. Например, пищевод у нас называется аш-казан. Дословно это казан, в котором переваривается пища. А пищевод емек юлу, то есть путь для еды. Ашхазан, емек юлу, желудок, пищевод. А как будет позвоночник? Ну, для начала тебе нужно знать слово «кость» – кемек. А бель-кемек – дословно это кость, которая поддерживает поясницу, то есть позвоночник. Айше, меным ашхазаным хавести. Менде кавейстем, но давайте я вас отвлеку немного от жизни ваших организмов и продолжим разговор о наклонениях глагола. Вы уже знаете об изъявительном и повелительном наклонении глаголов. Сегодня на очереди желательно сослагательное наклонение – истекмейле. От слова истемек – желать, хотеть. Поэтому глаголы в этой форме выражают желание или нежелание совершить какое-то действие. Это наклонение образуется при помощи присоединения к глагольной основе аффикса, который имеет такие фонетические варианты: гайды, гейда, кайда, кейда. Если глагольная основа заканчивается звонким согласным, прибавляются аффиксы гайды, гейда. Если глухим согласным, то прибавляются аффиксы кайды, кейда. Например, баргайдым – пойти бы мне тогда, кельгейдым – прийти бы мне тогда, но айткайдым – сказать бы мне тогда, кеткейдым – уйти бы мне тогда.
Надо сказать, что это наклонение используется больше в литературной, письменной речи. Боюсь, до письменного литературного языка мне еще далеко. И тем не менее, чтобы обогатить свой словарный запас, ты должен читать и литературные тексты, находить в нем знакомые слова, искать в словаре незнакомые, сопоставлять их. Конечно, сначала ты будешь понимать только общий смысл, но шаг за шагом будешь увеличивать свои знания родного языка. Анладың мı? Дымаше, если бы еще и ты меня понимала. Не переживай, Рушен, наклонение, о котором я сейчас расскажу, точно пригодится тебе в разговорной речи. Это наклонение шарт мейле, условное наклонение, от слова шарт, условие, условный. Оно выражает общее условие, при котором должно или не должно совершиться какое-либо действие. Причем действие, названное другим глаголом. То есть главным требованием для употребления данной формы наклонения является наличие в предложении не менее двух глаголов, двух действий. То есть один из них создает или не создает условия для выполнения другого действия. Например, «Ава яхшы олса деңізге баражағым». Если будет хорошая погода, поеду на море. «Достум келсе экіміз баражақмыз». Если друг придет, поедем вдвоем. В этих предложениях глаголы в условном наклонении «олса», если будет, и «кельсе», если придет. Как видите, это наклонение образуется при помощи двух аффиксов «са», «се», которые употребляются согласно правилу сингармонизма. После слога с твердой гласной употребляется «са», после слога с мягкой гласной употребляется «се». А теперь давайте рассмотрим спряжение глаголов условного наклонения. Единственное число. Первое лицо. Ашасам пширсем. Если я поем, если я приготовлю. Второе лицо. Ашасан пширсен. Если ты поешь, если ты приготовишь. Третье лицо. Ашаса пширсе. Если он, она поест, если он, она приготовит. Множественное число. Первое лицо. Ашасак пширсек. Если мы поедим, если мы приготовим. Второе лицо. Ашасаңыз пширсеңыз. Если вы поедите, если вы приготовите. Третье лицо. Ашасалар пширселер. Если они поедят, если они приготовят. Хочу загадать тебе загадку. Загадка тапмаджа. От слова тапмак – найти. Попробуй отгадай. Итак, сен кетсен, ода кете. Сен тохтасан, ода тохтай. Тохтамак – останавливаться. Так, сначала здесь нужно перевести. Сен кетсен, ода кете. Ты идешь, и он идет. Сен тохтасан, ода тохтай. Если ты останавливаешься, то и он останавливается. Ну и что это может быть? Ну, может, тебе поможет моя подсказка? В крымско-татарском языке нет категории рода. И получается, о может быть не только оно, но и он, и она. Получается, сен кетсен, ода кете, сен тохтасан, ода тохтай. Это же тень. Добре. Вот тебе еще одна загадка. Тапмаджа. Геже бахсам, кок толган. Саба бахсам, йох олган. Айше, что такое толган? Толган – это заполненный, полный. От слова толмак – быть заполненным, заполняться. Получается, гедже бахсам, кок толган. Если посмотрю ночью, полное небо. Саба бахсам, йох олган. Если утром посмотрю, ничего не осталось. Буйылдызлар, Айше. Добре. Машалла. Но для закрепления материала давай посмотрим диалоги моих друзей. Yarın biz dağa baracakmız mı? Eğer yağmur yağmasa mutlaka baracakmız. Eğer yağmur yağsa ne yapacakmız? Yağmur yağsa film bakacakmız. Vaktin olsa bir fincan kahvege buyur. İşim olmazsa mutfağa gelirim. Misafirler gelse biz pek huvanamız. Sağ ol, öyle olsa gelmeye tırışırım. Ne için bu yerde durasın? Dostlarımı bekleyeyim. Çoktan bekleysin mi? Çıkmasalar talimge geç kalacakmız. Gelmeseler ne yapacaksın? Gelmeseler bir özüm talim alacağım. А теперь отвечай на мои вопросы, используя условное наклонение глагола. Ай чимана, кучлю олмах ичун не yapmak керек. Спорт не нограшсам. Күчлü olacağım. Картанан хасталанса, сен она не бережексің. Хартанам хасталанса, мен ona ilaç vereceğim. Тимур Оджа сана не üçün машалла айта. Vazifesini doğru yapsam, Timur hocam bana maşallah ayta. Шымды де мен саңа машаллах айтарым, ама эв вазифесini de бережегім.
Первое задание. Биринчи вазифе. Найдите в крымско-татарском словаре и запишите. Второе задание. Экунчи вазифе. Допишите к глаголам аффиксы условного наклонения. Са, се. Третье задание. Учинчи вазифе. Проспрягайте глаголы анламах, беклемек в условном наклонении. Сызың лугатыңыз. Ваш словарь.